Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите первый онлайн-журнал Якутии «Умный город». С вами Елена Амосова. 7 сентября в новом ресторане БАО состоялась третья ежегодная церемония чествования резидентов списка ТОП-100. Самые красивые люди Якутии. Как это было, смотрите далее. Популярный интернет-портал «Светский Якутск» в этом году в третий раз огласил список самых красивых людей Якутии, куда по традиции вошли только известные и привлекательные персоны в сфере красоты, шоу-бизнеса, спорта, культуры и политики. Мероприятие ТОП-100 «Самые красивые люди Якутии» проводится у нас с 2012 года. Это уже стало своего рода традицией проводить каждый год и выпускать релиз, список ТОП-100 «Самые красивые люди Якутии». Можете, пожалуйста, рассказать о том, как вы отбирали самых красивых людей? Когда мы делаем список ТОП-100, мы обычно руководствуемся, во-первых, это рейтинги персон, также их упоминание в СМИ. Большим фактором является преуспеваемость людей. Ну, шикарное мероприятие, все веселые, задорные. А вам самому приятно вообще попасть в этот список? Как вы считаете, почему вы попали в него? Да, мне очень приятно. Наверное, какие-то достижения сделал в этом году уходящем. Был в Бразилии, может быть, из-за этого. Чемпионат мира по футболу снимал, бегал, передачки делал. Также Олимпиада в 2014 году. Как вы вообще оцениваете сельскую жизнь города Якутска? На самом деле, мне кажется, что на высоте. Я была в Москве, я живу в Украине, была столица Украины, в Киеве. И люди такие достойные, очень много красивых девушек. Именно вот девушки Соколярки, такое чисто мое мнение, настолько красивые, что вообще нет слов. Не так уж и не права была Фаина Раневская, когда говорила, что красота – это великая сила. И видеть вокруг красивых людей – это, радость. И сам себя чувствуешь, вот как будто бы среди цветов, да? Мы же все любим цветы и красивые лица. Приятно ли девушкам находиться в этом топе? Да, конечно, безусловно. И интересно то, что в топ-100 входят не только девушки, которые участвуют в конкурсах красоты и так далее, но и люди разной деятельности. Я сегодня пришел смотреть на красивых девочек, а представляю конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия». Вы уже приметили красивую девушку? Я приметил несколько красивых высоких девушек, потому что считаю, что как ли не на мероприятии ТОП-100 смотреть красивых девушек. Для меня было очень интересно, что происходит на ТОП-100, потому что концентрация очень таких красивых, активных людей, с которыми ты можешь вроде бы пообщаться, а вроде бы наладить какие-то деловые связи. Честно, я считаю, мероприятия такие для этого и должны быть. На самом деле, это мероприятие для меня очень важное, потому что я уже попадаю в топ-100 третий раз. И я очень тщательно к этому готовилась и очень рада, что у нас в Якутии проводятся подобные мероприятия. Мне очень понравилось то, что как переделали БАО, такой восточный стиль, мне всегда был близок к душе. Это было неожиданно, то, что меня пригласили, и я попала в этот список. Но приятно, да. Каждый человек, который находится здесь, он внес какой-то свой вклад, он известен чем-то. Я думаю, люди, которые не попали в топ, им будет обидно. Мероприятие очень на высоком уровне, как всегда делает Светский Якутск. Достойны ли все номинанты этого звания? Если быть предельно откровенным, то многие, да. У нас очень много сообществ, различных модных групп. Если человек как-то выделяется на фоне других, почему бы его не поддерживать и не считать это позитивным, полезным? Это хорошо, почему нет? Яркая шоу-программа, праздничный фуршет, розыгрыш призов. Собравшаяся медийная публика в шикарных нарядах провела этот интересный и незабываемый творческий вечер в теплой и дружеской обстановке. Мероприятие полностью оправдало свое название. Здесь были только самые красивые люди Якутии. Далее смотрите сюжет об уникальной жидкой теплоизоляции и технологии берегоукрепительных работ с применением габионов.
Габионы – это специальные металлические конструкции, используемые при армировании грунта, укреплении берегов, насыпей, строительстве подпорных стенок и для других строительных работ. Превосходные инженерные характеристики, доступная цена и долговечность сооружений из габионов сделали их популярными и востребованными. В Якутске монтажом габионов занимается хорошо зарекомендовавшая себя строительно-производственная компания «Технопрогресс». Мы были первыми в республике, которые применили габионы при берегоукреплении. Мы делали эти объекты, это теплое озеро, да, укрепление берегов, там фонтаны тоже устанавливали, плавающие первые. В 203-м делали Сайцарское озеро, укрепляли, и сооружение укрепления дамбы 202-го микрорайона. Еще у компании «Технопрогресс» есть ноу-хау. Они разработали конструкцию малого моста и построили его в Жатае на речке Мархинка. А новизна его в том, что опорная часть моста сидит на габионах. Время и паводки в течение 5 лет проверили эту конструкцию. Мост выстоял, и такой мост можно смело внедрять на малых речках нашей республики. Сейчас работы производим на 203-м квартале, канализацией занимаемся, инженерной инфраструктуры. И на ГРЭС-2 делаем фундаменты для временных зданий. Мы занимаемся общестроительными работами, производством строительных материалов и являемся дилерами Казанского завода по поставке и внедрению, по работам по нанесению жидкой керамической теплоизоляции. Инновационный продукт Ретерм, который внешне напоминает краску, благодаря жидкой консистенции можно наносить на поверхности любых форм и составов. Утепление дерева, бетона, металла, трубопроводов везде. Конечно, не дешево, да, 430 рублей за литр. Этого литра хватает ровно на 1 квадратный метр толщиной 1 миллиметр. Но этот миллиметр как 5 сантиметров минватта работает. При применении Ретерма теплопотери уменьшаются на 60-70% за счет вот этого покрытия. Фасады и трубы, утепленные покрытиями Ретерм, простоят не менее 15 лет, что значительно превышает срок службы классической теплоизоляции. В условиях нашей якутской зимы этот продукт станет одним из самых эффективных способов борьбы с проблемой аварий на теплотрассах. В наше время практически каждый может собрать и получить в свое распоряжение независимый источник электроэнергии на солнечных батареях. Из чего она состоит и где приобрести по оптимальной цене, вы узнаете в следующем сюжете. На сегодняшний день большое количество семейного бюджета расходуется на оплату коммунальных услуг и электроэнергии. Поэтому множество людей начинают задумываться об эффективных альтернативных источниках электроэнергии. В последние годы в этой области стали довольно популярны солнечные электростанции. Торговый дом «Эликом» предлагает организациям солнечные электростанции, работающие практически круглый год. Наши солнечные панели, состоящие из поликристаллов, могут вырабатывать энергию солнца даже в пасмурную погоду. В нашем торговом доме установлена солнечная электростанция общей мощностью 18 кВт, позволяющая работать в автономном режиме до 12 часов в сутки. Основная цель данной системы – прямое получение электроэнергии от солнца, а также накопление энергии в гелевых аккумуляторах для использования в темное время суток. Таким образом, при отсутствии солнца мы используем электроэнергию от блока аккумуляторов. Наша электростанция обеспечивает энергией полностью освещение, компьютеры, кондиционеры, кулеры воды, серверное, котельное и охранно-пожарное оборудование установленной мощностью 8 кВт. Солнечная электростанция состоит из 4 главных компонентов. Первое – это 48 солнечных панелей, мощность каждой панели 250 Вт. Второе – это 4 контроллера заряда по 60 ампер. Третье – 40 гелевых аккумуляторов, емкость каждого аккумулятора 200 ампер в час. Четвертое – это 3 инвертора марки Schneider Electric мощностью 6 кВт. В мае по июль по сравнению с прошлым годом экономия электроэнергии составила 56%. При ясной погоде и прямом попадании солнечных лучей на панели потребление от сети составляет всего 500 Вт. Мониторинг эффективности солнечной станции выложен на нашем сайте. В местности, где мы построили дом, пока нет электроэнергии, мы поэтому купили солнечную батарею. И ни капельки не пожалели. Благодаря солнечной панели наш дом полностью подключен к электричеству, и мы экономим большие деньги. Покупайте солнечные панели, сэкономьте свой бюджет. На середине лета мы начали сотрудничать с торговым домом «Эликом».
И если мы ранее использовали по электронужде бензогенераторы, то сегодня мы, пользуясь солнечной энергией, с помощью солнечных панелей сэкономили эти затраты в 4 раза. Рекомендую коллегам, рекомендую всем тем людям, которые занимаются строительством инфраструктуры в труднодоступных местах, пусть то это светообеспечение, пусть то это работа техники и элементарной бытовой техники, то электропанели здесь практически и оптимально необходимы. Будем рады предоставить более подробную информацию о солнечных панелях. Приходите к нам в торговый дом «Элекком». Со 2 по 4 сентября в Якутске в 3-й раз состоялась международная якутская биеннале актуального искусства BY-14. Международная якутская биеннале актуального искусства в этом году представила экспозиции на 3 площадках города. В Национальном художественном музее Якутии, арт-галерее «Юргел» и на набережной Талого озера. В выставке приняли участие деятели искусства со всей республики и 14 приглашенных художников, представляющих культурные столицы мира. Якутская биеннале актуального искусства прошла в рамках Года культуры в России и Года Арктики в Якутии. Специальная тема якутской биеннале H2O. Вода – это жизнь. И на этом жизненном поприще, пути имеются такие вот в виде детской наивности, чистоты кораблики белые. То есть каждый ищет свой путь. Да, и там вы могли заметить то, что на Талом озере один кораблик отделился от основной группы, и он как бы уже сделал свой выбор и нашел свой путь. Мы хотели поднять социальную тему, в целом о личности, да, о каждом человеке. Мы очень рады, вы сконструировали как бы формы рыбы, да? Использовали проволоку, шар с водой и сформировали рыбу. В нашей работе очень помогли наши гости, да, мы с ними очень много общались, рассказывали о своих работах, о своей философии в работах. Это было очень интересно, это очень большой опыт. Моя идея была поработать во всех 3 местах, где проходила биеннале, и соединить все свои работы в одну единую точку. Работа, которую я представил здесь в музее, это выдуманный стол, у которого нет ножек. Я сотворил его из стульев, которые одолжил в галерее «Юргел». Таким образом, я пригласил художников, которые выставлялись в галерее, присоединиться ко мне здесь в музее. Еще одна моя работа – это разноцветные бочки, которые я установил над контейнерами с граффити. Это как передвижная радуга, передвижная поэзия. Я буду рассказывать всем, что был в Якутске, что Якутск такой экзотичный город. Все свои работы я выполнил здесь. Огромную картину, которая лежала на земле, я дал возможность не только потрогать, но и походить по ней, по моему искусству. Это современное искусство. Некоторые люди боятся понимать его. Они думают, что это что-то странное. Я всегда стараюсь преподносить свое искусство в таком виде, чтобы люди поняли его. Для Якутска, Якутии это как бы новое, а вот для зарубежных гостей и для нас, вот, людей искусства, мы как бы в этом варимся, да, всякого этого, как бы мы понимаем и знаем, что это такое, да, и вот они буквально сразу тут же интуитивно все это ощутили, восприняли. А для наших, конечно, да, ну, и к сожалению, и для их что-то новое, конечно, приходится немножко объяснять, пояснять, подталкивать людей к развитию. Мы очень много работали, но у нас все-таки был шанс посмотреть Якутск, походить по нему, посмотреть на город. Благодаря общению с якутянами мы смогли почувствовать душу Якутска. Столица республики получила подарок – арт-объекты современного искусства на территории городского канала, которые позволят сформировать неповторимый и прогрессивный облик Якутска и станут уникальными украшениями ко дню города. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70.
смотрели телеверсию первого онлайн-журнала Якутии «Умный город». Читайте нас на www.aigorod.pro.